строгий. Больше я о ней ничего особого не слышала, чего мы сейчас узнали. Ну, строгий, ну, я, в принципе, не против строгости, но педагог-то у нас получился жестокий. Я считала, что вот эти вот завышенные требования, ну, как бы залог того, что потом наши дети будут более успеваемы в учебе. Так я думала. Нам назначили реабилитацию в городе Челябинске. Факт вот этих вот оказанного психического, физического насилия в отношении нее. Мы обратились в психоневрологический диспансер, где нам были выписаны препараты. Мы сейчас их принимаем, лечимся. У нее жалобы. Но она очень беспокойна, она вздрагивает от звуков резких, она плохо спит, ей снятся кошмары. В кошмарах снится наша учительница, что она ее то догоняет, то бьет, то она стала королевой, и ей нужно поклониться. Вот психолог с нами разговаривала, сказала, вам нужна реабилитация. У нас во время следствия выявилось по нескольку фактов и физического воздействия, и психологического насилия, морального унижения и навязывания неправильных норм моральных. Все это у нас было. Я некоторые факты услышала впервые, чему тоже была вообще просто ужас испытала, что мой ребенок такое терпел и мне ни о чем не рассказывал. Первый вопрос следователя был психологу, а не фантазирует ли девочка? На что психолог, аргументируя своими как там она видит жесты рук, там мимика и так далее, аргументировала, что нет, девочка не фантазирует, к сожалению. Все эти факты имели место быть. Учительница поставила свой локоть на ее больной палец. Она прекрасно знала, что не болит этот палец, и давила до тех пор, пока моя дочь не заплакала. В то время как она давила ей, она указывала на ее ошибки в тетради. У Ани пошла из-под ногтя кровь. И это видела девочка, которая в это время раздавала тетрадки в классе. То есть факт подтвержденный не только, как моя дочь рассказывает, а еще и ребенком со стороны. Однажды, когда мы вышли после болезни, Татьяна Леонидовна сказала моей дочери, что теперь твоя обязанность состоит в том, что ты будешь убирать в столовой за мной посуду и будешь мыть мою чайную чашку. Аня говорит, мне это было очень сильно неприятно, потому что я чувствовала себя как какая-то слуга. И когда я уходила мыть чашку, говорит Аня, Татьяна Леонидовна говорила, все ждем Соколову, когда она помоет. То есть вот это происходило при всем классе. Ребенку было это обидно. Другой факт, который был с моей дочерью, однажды Татьяна Леонидовна пригласила ее на перемене поиграть в шашки на деревянной доске. После того, как она ее обыграла, хлопнула в ладоши, закрыла деревянную доску и с силой толкнула ей Аню в грудь. После чего у нас остались шрамики. Вы тогда знали об этом или как она объяснила это дочерям, что у нее появились на груди какие-то? Я виновата в том, что я не придала значению этим шрамикам. Я спросила, что случилось, что это у тебя такое? Говорит, я поцарапалась. И все, она у меня веселая, в общем-то, побежала играть дальше. Но я не придала, честно говоря, значения. А однажды после очередной обиды, нанесенной моей дочери, она к ней подошла, обняла ее, погладила и спросила, Анечка, ты кого больше любишь? Маму, папу или Татьяну Леонидовну? Это было уже совсем последней каплей. Мы в школу сейчас больше не ходим. А что ответила ваша дочь? Она сказала, мама, прости, пожалуйста, мне пришлось ответить, что я больше люблю ее, потому что иначе она бы меня сильно ругала. Так прям сильно. Какие-то есть? Я вроде, почти все. А в дневнике вы им сами оценок не было, да? Давались нам тетрадки, нужно было расписаться за полученные оценки. То есть она очень ругалась за то, что вот если